Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем подробности убийства 30-летнего мужчины в одном из домов на улице Табеева в Казани. Обвиняемые и потерпевшие на протяжении нескольких дней употребляли наркотические средства и алкоголь. Что предшествовало его падению из окна? Покажем, что нашли у пассажира такси, остановленного ночью на улице Несмелого. Твои? Да. А сколько было? 2. И сегодня поднял? Да. А также мотоциклист пострадал, врезавшись в бордюр на улице Химическая. Сотрясение и брюшная клетка. Кража денег из открытой машины и задержание браконьеров. Показывайте, что в пакетах. Показывайте. Это и не только прямо сейчас. 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего гостя. Напомним, около полудня в пятницу 27 мая с балкона одного из домов на улице Табеева упал мужчина. Перед падением очевидцы слышали ссору и громкие звуки, напоминающие драку. Следователи установили личность погибшего. Им оказался 30-летний мужчина. Эксперты обнаружили на теле 3 ножевых ранения. Подозрения в преступлении пали на хозяина квартиры, откуда и упал мужчина. По версии следствия, обвиняемые и потерпевшие на протяжении нескольких дней употребляли наркотические средства и алкоголь. Незадолго до трагедии, когда они стояли на балконе, между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшим несколько ударов ножом в спину, после чего выбросил его с балкона с высоты 6-го этажа. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Причастность к совершению преступления он признал в полном объеме. Предположительно, наркотики обнаружили автоинспекторы у пассажира такси, остановленном на улице Несмелого. У водителя с документами было все в порядке, но внимание сотрудников ГИБДД привлек молодой человек на пассажирском сидении. Он стал сильно нервничать, и внимание стражей порядка переключилось на него. Твои? Да. А сколько было? 2. И сегодня поднял? Да. Где подняли? Кировском. Сейчас он ничего не скрывает. Единственное, просил не показывать лицо. Забрал из закладки 2 грамма мефедрона. Хотел употребить сам, в такси ехал с другом, но уверяет, что он ничего не знал о наркотиках. Товарищ в курсе вообще про это? Нет. Товарищ задержанного уверяет, едва знает своего попутчика. Познакомились недавно, виделись пару раз. А зовут как? На П начинается вроде. Павел. Ему ничего не мешало среди ночи поехать на такси из центра города за едва знакомым человеком и вернуться обратно. Не доехали совсем немного. Он попросил меня помочь просто и все. Типа, у меня нет денег на такси. Я взял такси, к нему ехал, и он сказал адрес, мы поехали туда. И вот это все. Я сам первый раз. Водитель такси рассказал, он забрал одного человека, потом поехали в другой конец города за вторым мужчиной и отправились обратно в центр. По пути никто не выходил, нигде ничего не забирал. Таких пассажиров он бы просто никуда не повез. Когда машину остановили на улице Несмелого, сам сперва не понял, что произошло. Один из молодых людей что-то выкинул на асфальт, его тут же задержали. Крик какой-то было. Изъятое у молодого человека вещество отправили на экспертизу. Если она установит, что это действительно мефедрон, то задержанному грозит уголовная ответственность. Закон за хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта предусматривает наказание от штрафа до 40 тысяч рублей до 3 лет лишения свободы. Рамиль Шайдулин, Наиль Абдулин, Вызов 112. 38-летний мотоциклист был госпитализирован после того, как не совладал со своим транспортным средством и врезался в бордюр на улице Химическая. После этого он потерял контроль над байком, чудом не задел припаркованную у обочины «Тойоту», упал, проскользил еще несколько метров по асфальту и только после этого остановился. Очевидцы почувствовали исходящий от мужчины запах алкоголя, а его супруга призналась, что прав на управление этой техникой у мужчины нет. Очевидцы взяли телефон, вызвали скорую. Она была на работе, в конце дня позвонила супругу, но ответил незнакомый ей голос. Трубку взяли очевидцы аварии. Они ей сообщили, что супруг женщины сильно пострадал. Сотрясение и
брюшная клетка. Ну, перелом вроде нет. Не знаю, они еще не знают. Она рассказала, что опыта вождения мотоцикла у ее мужа достаточно, но вот прав у него нет. К тому же была и еще одна причина – не справиться с управлением на прямой ровной дороге. Он задел бордюр, потерял управление. Лишь чудом не врезался в припаркованную обочину «Тойоту», после чего, судя по следам, мотоцикл рухнул на асфальт, проскользил в таком положении еще несколько метров и только после этого остановился. Пьяный еще ездит часто? Теперь в причинах ДТП будут разбираться автоинспекторы. Им же предстоит выяснить, в каком состоянии водитель сел на мотоцикл, зарегистрирован ли байк и кому он принадлежит. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдуллин, вызов 112. 259 водителей, которые сами не пристегиваются ремнями безопасности и перевозят непристегнутых пассажиров, выявили автоинспекторы в Казани за 3 дня проведения специального рейда. Согласно правилам движения, водитель не имеет права трогаться с места, пока все не пристегнутся. Согласно исследованиям, использование ремней наполовину снижает риск гибели и получения травм для водителя и переднего пассажира и на четверть для задних. Прививали культуру безопасности штрафами. По 1000 рублей заплатят водители-нарушители и по 500 рублей непристегнутые пассажиры. 69-летний мужчина погиб во время рыбалки в Верхнеуслонском районе Татарстана. Он ушел из дома в селе Юматово в 6 часов утра. Отправился на реку Сулицы, и больше его никто не видел. Родственники пошли на его поиски, нашли рыбацкие снасти и удочку, но самого мужчины нигде не было. Склон был крутой, и они опасались, что пенсионер мог упасть в воду. Страшные предположения подтвердились. В половине 7-го вечера очевидцы вытащили из воды тело утонувшего рыбака. Вероятнее всего, что он упал в воду, а рядом не было никого, кто мог бы прийти ему на помощь. 420 тысяч рублей пропали из машины 40-летнего жителя Лениногорска, приехавшего в Казань на деловую встречу. Он припарковал автомобиль у торгового центра на проспекте Победы и отправился по делам. В салоне иномарки мужчина оставил рюкзак, в котором и находились деньги. Вернувшись обратно в машину, мужчина обнаружил, что машина была не закрыта. Визуально осмотрев салон машины, каких-либо изменений он не заметил. При этом наличие денежных средств в сумке он не проверял. Потерпевший обнаружил пропажу денежных средств только спустя некоторое время, после чего сразу обратился в полицию. На записях с камер наблюдения видно, что к машине подходит мужчина, открывает двери, вскоре уходит. Установили стражи порядка и машину, на которой уехал подозреваемый. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Красноярска. 25 мая подозреваемый был задержан оперативниками в городе Набережные Челны. К этому времени он успел потратить часть денег. Остальные 200 тысяч были у него изъяты. Подозреваемый заметил, что транспортное средство осталось открытым. Воспользовавшись этим, он подошел к машине, открыл его и забрал рюкзак с денежными средствами, после чего уехал с места происшествия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Она предусматривает до 6 лет лишения свободы. В Нижнекамском районе сотрудники отдела экономической безопасности задержали 3 браконьеров, которые ловили рыбу с сетями без соответствующего на то разрешения. Причем делали это в местах нереста. Показывайте, что в пакетах. Показывайте. Гостям рыбаки были не рады и хвастаться уловом не торопились. Рыба. Их задержали уже на берегу. Когда сети были подняты, добыча выбрана. Причем о запрете ловли таким образом знают все. Что вы делали на озере Ильинское? Вот хотел поймать на уху рыбы. На что вы хотели поймать эту рыбу? На сетку. Вы рукой покажите, где вы ее устанавливали. Да. Угу. Так, ущерб обязуетесь возместить? Да. Кроме того, в Нижнекамском районе оперативниками задержан мужчина, который, находясь в лодке на реке Кама, в заливе, расположенном возле деревни Березовая Грива, также осуществлял незаконную ловлю рыбы при помощи рыболовной сети. У подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли деревянную лодку, рыболовную сеть и несколько экземпляров рыб. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Теперь рыбаки могут лишиться свободы на 2 года. Лина Зинатульна, вызов 112.
И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.